Запрещенное в России движение «Талибан» заявило, что провинция Танжер полностью перешла под их контроль и теперь является частью Исламского Эмирата. В соцсетях появилось видео, на котором боевики поднимают свой флаг, предположительно над резиденцией губернатора провинции. Столица провинции Паншер находится под контролем маджахедов. Противник понес большой урон, но маджахеды не понесли никакого ущерба. Через 2 дня правительство провинции Паншер находится под контролем Исламского Эмирата Афганистан. Наш флаг также поднят в столице провинции Паншер. Также в сети распространяется видео с аэропорта сопротивления и их боевой авиации. Силы сопротивления Панжера, в свою очередь, опровергли заявление о падении провинции. Заявление Талибана об оккупации Паншера не соответствует действительности. Силы Национального фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине и готовы продолжить бой. Бои на подступах к долине Панжера продолжались почти неделю. Как сообщают представители сопротивления, 1 сентября были убиты более 100 членов террористического движения и около 30 взяты в плен. Второго сентября боевые подразделения панжерцев заявили о смерти еще не менее 40 талибов. Утром 3 сентября представители Талибана опровергли все предыдущие заявления противника и рассказали, что неподконтрольный регион находится в блокаде. Якобы туда перестала доходить гуманитарная помощь, боевики отключили им свет и интернет. В тот же день, 3 сентября, Талибан заявил, что сопротивление в Панжере пало. В ответ ополченцы опубликовали данные, что их бойцы перешли в контрнаступление в направлении провинций Тахар, Бадахшан и Баглан, граничащих с Таджикистаном. 4 сентября представители талибов заявили, что под контроль движения перешли 4 из 7 округов Панжера. 5 сентября талибы объявили, что в провинции захвачены все районы, кроме центральных. Это заявление представители сопротивления вновь опровергли, указав, что им удалось отбить у боевиков район Парьян. В тот же день появилась информация, что Талибан захватил район Базар и продвигается по всей долине. Важная проблема заключается в том, что существует пропаганда о том, что маджахеды понесли серьезные потери, но это неправда. Движение сопротивления пытается дать надежду очень многим людям и побудить их бороться против нас. 6 сентября стало известно о смерти пресс-секретаря Фронта национального освобождения Фахима Дашти. Он погиб во время одной из наступательных операций армии Исламского Эмирата. Обстоятельства произошедшего не уточняются. Я не думаю, что мы вступим в еще одну гражданскую войну. Я действительно разделяю озабоченность народа, в этом нет сомнений. Но есть некоторые положительные моменты, на которые мы можем рассчитывать, такие как повышение потенциала и возможностей и численности национальных сил безопасности. Провинцию Панжер на северо-востоке страны обороняют части Национального фронта сопротивления во главе с Ахмадом Масудом-младшим. Их отряды насчитывают от 12 до 15 тысяч человек. В основном это местные жители, этнические таджики, а также бывшие военнослужащие правительственной армии. В Панжер прибыли и боевые подразделения под командованием сына маршала Дустума, около 10 тысяч этнических узбеков из Мазари-Шарифа. Ущелье или долина Панжер – труднодоступный район, окруженный горами. Ранее Панжер не удалось захватить ни советским, ни американским войскам. 25 лет назад это не удалось и талибам. Ранее местные СМИ сообщили, что богословы Афганистана призвали талибов согласиться на урегулирование конфликта путем переговоров. Фронт национального сопротивления согласен все обсудить, прекратить войну и продолжить переговорный процесс, и надеется, что талибы прислушаются к уважаемым богословам и предпримут практические шаги в этом направлении. Фронт национального сопротивления готов немедленно прекратить войну для достижения мира, если группировка Талибан прекратит свои нападения и продвижение в Паншере и Андарабе.
Представители Талибана утверждают, что тоже добивались того, чтобы разрешить все противоречия с панджшерцами путем диалога. Панджшер – часть Афганистана и, несомненно, станет частью будущего правительства. Взятие Панджшера не было для нас проблемой. Основная причина того, что мы ее не взяли сразу, в том, что политика Исламского Эмирата – призвать людей из сопротивления присоединиться к Исламскому Эмирату миром. Мы вступили в переговоры, но они упустили эту возможность. Мы попросили их присоединиться к нам мирно, но они отказались. Наша главная цель состоит в том, чтобы местное население не пострадало от войны, а государственные институты не были уничтожены. И поэтому нам пришлось отложить наступление. Но поскольку переговоры провалились, нам пришлось прибегнуть к силе. Впрочем, по мнению афганского посла в Таджикистане Мухаммеда Захира Акбара, талибы и не думали ни с кем договариваться, а все их мирные посылы и выступления – очередной элемент информационной войны. Талибы не политики, а террористы, которые еще 3 года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира. Их цель – уничтожение лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда. Лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что прекратит свою деятельность и уйдет из политики, если движение Талибан создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан. В итоге каждая из сторон конфликта обвинила друг друга в нежелании искать компромиссы и находить общий язык.